Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, о чем он хочет вам сказать прямо сейчас, когда вы открыли это видео? О чем его душа, его сердце желает вам сказать? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Но прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие любимые зрители, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за ту невероятную, очень теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте ему свой вопрос. Мой милый, дорогой, о чем прямо сейчас ты хочешь мне сказать? О чем хочет сказать твое сердце, твоя душа? И пусть нужная информация вам откроется. Также я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, неожиданно. Девочки, я сейчас вам опишу ваши взаимоотношения. Это будет как предиагностика. И если вам откликнется, да, это похоже на то, что происходит между вами, то это отсыпка ваша. Если у вас все по-другому, не тратьте, пожалуйста, свое время. У меня здесь очень сложные взаимоотношения, отношения, которые похожи то ли на качели, то ли на игру, не знаю, в догонялки, в прятки, вот как-то так, да. Мужчина то появляется, то пропадает, то вас к себе приближает, то наоборот как-то, отталкивает, да, то он теплый и горячий, то он холодный и вообще какой-то странный, молчаливый. Вы не понимаете, что с ним происходит, вы не понимаете, что ему надо, что за игру он ведет. Да, от этого у вас прям уже озноб пошел. Вы очень часто из-за него переживаете, на него обижаетесь, нервничаете по поводу этого мужчины. А он хоть бы что, да, вот каждый раз он что-то такое придумывает, и вы не знаете, чего от него ждать, вот в каком он будет настроении, в каком состоянии. Скорее всего, свое поведение он списывает на работу, может там на работу, на дела, на бизнес. На самом деле это не так. Вы как бы головой это понимаете и сердцем чувствуете. Если у вас отношения подобны качелям, либо вот догонялки, прятки, тогда это ваша отсыпка. Если у вас все хорошо, не теряйте время, это будет не про вас, не про вашего мужчину. Ищите свою информацию, переходите на другие видео, либо на другие каналы. Здесь у меня именно сложные взаимоотношения, где женщина не понимает мужчину, вообще непонятно, что он делает, зачем он это делает. Вот в момент, когда вам особенно хорошо с ним, да, вы как пика достигаете в отношениях, и вам кажется, ну все, вот она любовь, вот оно счастье. Мужчина буквально же в тот же момент, либо на следующий день совершенно вот холодный, равнодушный и даже немножко какой-то, не агрессивный, а скорее в семье замкнутый становится. И вы такая, ну что случилось, что происходит? И, кстати, возможно, вы думаете, что ваши отношения глазят. На самом деле это не сглаз, это нечто другое. Сейчас я постараюсь вам объяснить. Здесь вам такой мужчина попался, немножко как трусишка, трус, да. Он боится любить, он очень сильно боится влюбиться. Ему кажется, что его жизнь, она и так уже как бы состоялась, она прекрасна.
и его все устраивает. Но те чувства, которые он к вам испытывает, настолько захватывают его душу, его сердце, его голову, что ему аж страшно становится. И он такой: блин, я себя теряю, я теряю контроль над ситуацией, а что будет дальше? Я превращусь, там, не знаю, в ватную куколку, эту тряпичную куколку, и что тогда? Она возьмет верх, она будет мной пользоваться, надо мной все будут смеяться. Да? Он почему-то очень боится, что он потеряет над собой контроль. Может быть, он такой человек, может быть, у него такой род службы, да, работа такая, что ему нужно все контролировать, либо он так привык жить, что надо все контролировать. Но когда он с вами, он теряет контроль над ситуацией и над собой в первую очередь. Его тело его не слушается, его сердце его не слушается, мозг вообще отказывается думать. Вот настолько ему сладко с вами, особенно вот в ваших объятиях, настолько вот он как проваливается в эту негу любви и в ней растворяется, что с одной стороны это, конечно, его очень восхищает, наполняет, а с другой стороны он теряет контроль. А контроль для него это самое важное. То есть, простыми словами, мужчина очень сильно боится влюбиться, либо тех чувств, которые к вам испытывает. Но поздно уже бояться, потому что чувства налицо, эмоции налицо, и то, что он теряет контроль, да, любовь такая. Она отключает мозг, она включает все другие органы. Здесь смело можно поставить диагноз: мужчина уже влюблен, но очень сильно боится этих чувств, боится того влияния, которое вы на него окажете. Это не связано с доверием, это связано именно с контролем, управлением ситуацией. Не знаю, почему он у вас такой контролер, почему он так боится потерять этот контроль, но вот это и есть. Может быть, это какие-то его комплексы, да, сугубо его личная вот какая-то травма, о которой вы, например, не знаете. А может быть, он сам себе это все придумал, да, какой-то вот себе устав придумал и по нему живет. Вот мне идет, что он боится как будто бы вам проиграть, да, уступить вам место лидера. Он очень сильно боится. Он боится, что вы будете им управлять и манипулировать. Он боится, что он не станет, не сможет, не будет отдавать отчет тому, что он делает. Вот. Зависимости боится, зависимости от вас. И вот здесь объяснение, да, когда у вас все хорошо, вы на пике любви и отношений, он резко это обрывает, да, он бежит от этого, он пытается от этого спрятаться. Он от этого начинает прятаться, как улитка в домик свой заползает, становится угрюмым, нелюдимым, необщительным. Но и опять же, долго в таком состоянии он не может находиться, потому что есть нужда и потребность в вас, в вашей любви, в вашем внимании, в прикосновениях, в общении, понимаете? То есть сам от себя, получается, бежит. Нет, не от вас, еще раз говорю, не от вас бежит. Он бежит сам от себя, от тех чувств, которые его переполняют. Ему страшно себе признаться, что он все сильнее и больше в вас влюбляется, что без вас он уже не может, что вы стали его солнцем, что вы стали его кислородом, понимаете? Вы у него уже под кожей, вы у него в крови. И это его пугает, понимаете, что вот я теряю контроль, я становлюсь зависимым, у меня появляются как слабые места. Слабое место — это типа любовь к вам, да, что можно через эту любовь им управлять, им манипулировать. Почему-то очень боится. Может, дурной опыт, может, еще раз говорю, сам себе такое придумал. Но это реально мешает. И еще какое-то время будет мешать. Он будет сопротивляться, он будет с этим бороться. Тут вплоть до того, что мужчина даже может пропасть на какое-то время, вот просто без объяснений, исчезнуть, не отвечать на звонки, не отправлять смс-ки, его нигде не будет, да, вот он исчезнет. Будет бежать, да, будет бежать от тех чувств, которые вот все сильнее и сильнее становятся. Что сказать, девочки? Вот такой вам достался, значит, надо перетерпеть, надо как-то снисходительно, наверное, к этому отнестись. Мужчина просто боится. Может быть, он и не трус, понимаете, по жизни не трус.
и в огонь войдет, ребенка спасет, и там, не знаю, бандита остановит, заломит. Но вот боится контроль потерять. Почему для него это важно? Может, вы в комментариях напишите, может быть, вы что-то о нем знаете, может, вот, опять же, какие-то бывшие, прошлые отношения. Может быть, родительский какой-то контроль, не знаю, что-то было. Явно не на пустом месте это все образовалось. Вот этого боится. Что хотел бы вам сказать? Хотел бы сказать, что он вас и любит, и боится, да? Вернее, он вас любит, но своих чувств он боится. Ну а что хочет вам сказать, это то, что он вас очень сильно любит, но чувств своих очень сильно боится, страшится, я бы даже сказала, своих чувств. Сам себя не понимает, он понимает, что он делает вам больно, что очень много вопросов к его поведению. Ну вот таким образом он с собой борется. Он не с вами борется, он с собой борется, понимаете, с собой. У него ведь другая цель была в этих отношениях. Вот он вас встретил, увидел, да, вот какая вы шикарная, какая вы классная, как мужчины на вас смотрят, как мужчины смотрят на него с завистью, когда вы вместе. И он такой, да, статусная женщина, добрая, хорошая, вот мне такая нужна. Вот не планировал он влюбляться, он просто планировал хорошо проводить время, да, ну и чтобы подчеркивать, опять же, свое положение, что самое красивое с ним, да, с ним в паре находится. Но не заметил, как начал влюбляться, бороться с собой стал, но ничего не помогает. Вот нет лекарства от любви, да, нет такой волшебной таблетки, что ты ее выпил и сразу там разлюбил, вот. К сожалению, нету, для него, конечно, к сожалению. Вот. Но с другой стороны, я вижу, что между вами что-то должно поменяться. Вот как занавес должен упасть. Может быть, страх у него пройдет, а может, он просто плюнет и перестанет с собой бороться, да, довериться любви, довериться вам и просто утонет в этой любви, растворится в этой любви и станет самым счастливым. Да, головой он понимает, что он себя счастья лишает. Ведь когда вы не вместе, ему очень болит, и он очень за вас тревожится, он очень переживает, ревнует, да, всегда вот думает, а где вас, с кем, может как-то следить, либо кого-то просить, чтобы за вами следили. Есть тревога, не на месте себя чувствует, прям аж сердце ёкает, когда вы не вместе. Но с другой стороны, он понимает, что он не контролирует ничего, да, когда вы вместе, что вы все контролируете. Ну и так ему кажется. Ну вот такая вот история. Как бы я не знаю, что еще тут добавить. Я вижу, что чувства хорошие, чувства взаимные. Вот. И придет тот день, когда мужчина перестанет бояться и вас, и любви перестанет бояться. Тогда между вами все будет хорошо. Вот видите, свой меч он положит в ножны, перестанет защищаться, перестанет быть холодным. Вот. Это случится, обязательно случится. Ведь в ваших руках ключ, ключ от его сердца. И вообще идет, что вы друг другу по судьбе. И это как бы начало большой истории любви, то, что сейчас происходит. Вам, девочки, терпения, выдержки. И поймите, вы ни в чем не виноваты. Это личные тараканы этого мужчины, это его комплексы. И он должен сам с ними побороться, он должен сам с ними справиться. А впереди у вас очень много событий на двоих, и история ваша только лишь начинается. Мои хорошие, всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.